Амина Галиуллина сама водит внучек в школу. Дорогу переходят за ручку. Хоть зебры оборудованы светофорами, есть повод для беспокойства. Да, мальчика сбил машина. А где? Вот на этом вот переходе. На пешехода. Вот мы видим, водитель не пропускает пешехода, опять же. Из-за этого случается частые ДТП. Типичное нарушение даже во время съемок. Эксперты ОНФ не случайно внесли школу номер 165 по Бичурина в список. За 3 года здесь 5 раз сбивали пешеходов. Один из них погиб. В рейтинг Общероссийского народного фронта попали самые опасные дорожные участки возле образовательных учреждений. В этом списке и школа-интернат на Тетцевской. Он находится в промышленной зоне, рядом 3 дороги, на которых интенсивное движение. О потенциальной опасности говорят и учителя. Улица, которая Тетцевская, там, конечно, есть пешеходный переход. Там в основном переходят дорогу взрослые люди, но этот пешеход мало заметен для водителей. И поэтому там и бывают случаются несчастные случаи ДТП. Попала в антирейтинг и школа номер 112 на улице Лядова. Здесь 2 перекрестка, оба с оборудованными светофорами. Еще один переход нерегулируемый. Правда, людей сбивали на всех. Школа здесь близко, 3 минуты ходьбы у нас, но все равно я их отвожу в школу сама. Вот когда я была во 2 классе, из 3 класса вот здесь вот мальчика сбили. На первом месте рейтинга ОНФ Рязанская область, Татарстан на втором, замыкает тройку Нижегородская область. Нарушения татарстанских школ типичные. В основном это неправильная установка знаков, не установка знака ограничения скорости в 20 км в час, неправильное расположение искусственных неровностей, или как в простонародье лежачих полицейских, неправильное размещение пешеходного перехода относительно школы, относительно выхода из школы. В некоторых местах нет ограждающих заборчиков небольших, которые препятствуют выбеганию детей с тротуара, там, где им кажется наиболее удобным, хотя это небезопасно. Как раз такие перегородки должны быть здесь, на улице Окольной. Тут также нет пешеходного перехода у входа в школу. Отдельной строкой в рейтинге ОНФ обозначена 137-я Казанская школа. Здесь, рядом с ней, за последние 3 года 4 раза сбивали пешехода, но каждый раз люди переходили дорогу в необорудованном, неположенном месте, несмотря на то, что здесь есть надземный пешеходный переход. Причин концентрации ДТП несколько, и это не только необорудованные участки дорог. Зачастую и водители, и пешеходы нарушают правила дорожного движения. В ГИБДД города нам сообщили, рейтинг ОНФ приняли к сведению, и по этим точкам будет проведен детальный анализ. Альбина Аслагараева, Данил Филатов, ТНВ Казань.